Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Государственное казенное учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха-Якутия» – крупнейший заказчик по проектированию и капитальному строительству, одно из ключевых структурных подразделений Министерства строительства Якутии. О строительстве ключевых объектов в республике и успехах учреждения за 20 лет работы мы сегодня поговорим с гостем в нашей студии Гаврилом Скрыбыкиным, генеральным директором Службы государственного заказчика Республики. Гаврил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Расскажите, строительство каких объектов, в частности ключевых, велись вашей службой госзаказчика? Я начну, наверное, с того, что такое служба государственного заказчика. Да? В большей степени нас знают под аббревиатурой СГЗ. Значит, мы государственное казенное учреждение при правительстве Республики Саха-Якутия. Наша задача, значит, строительство социальных объектов по всей республике. Здесь, вот ранее, как вы сказали, у нас не просто само строительство, да, в понимании, а в целом комплексный подход к реализации тех или иных объектов. Значит, у нас начинается работа с проектирования объектов, значит, далее идет строительство само непосредственно, и плюс, что немаловажно, это оснащение. То есть любой объект, значит, построенный нашим учреждением, он в себя включает весь полный комплекс работ. Значит, из крупнейших объектов, ну, для нас, наверное, нет такого слова, да, что какой-либо объект, он особенный там или крупнейший. Поверьте, для нас каждый объект в любом населенном пункте, он довольно-таки достаточно значимый. В целом, если кратко рассказать, да, значит, наш труд, то те же игры, да, спартакиады, которые у нас в республике проводятся, многие из телезрителей, наверное, были на таких мероприятиях. Те же стадионы, на которых у нас игры Манчары проводятся, спортивные игры народов Якутии, значит, те же спортивные учреждения, где вот такие вот республиканского уровня соревнования проводятся, это значит, результат нашего труда. То есть сфера деятельности в части строительства объектов, она касается, ну, всех сфер уровня жизни наших граждан. Это начиная, вот как сказал, начиная от спортивных объектов, объектов культуры, дома культуры строим тоже, да. В сфере здравоохранения это детские поликлиники, больницы. В сфере образования это школы, детские сады и иные объекты социального значения. Значит, ну, за 20 лет, в этом году, напомню, у нас 20-летие нашего учреждения. 20 лет назад оно было создано правительством нашей республики. Если так на память сказать, это тот же, например, спортивный комплекс «Триумф», который до сих пор у нас работает, да, один из центров спорта. Это, значит, перинатальный центр, где многие из горожан уже, значит, начали путь оттуда в этой жизни. Это, значит, один из крупнейших на Дальнем Востоке объект, который был введен в прошлом году. Это кардиососудистый диспансер на 150 мест. Ну и иные объекты, вот школы, где в районах республики, если это школа или детсад, или дом культуры, в 95% случаев это объекты, которые строит служба государственного заказчика. Так, Может быть, вы расскажете о том, какие задачи на сегодняшний день стоят перед вашим учреждением? Ну, у нас в среднем, значит, ежегодно, в прошлые года мы сдавали порядка 15 социальных объектов по всей республике. На сегодняшний день, в этом году, в частности, у нас свыше 30 объектов будут введены по всей республике. В том числе и в городе Якутске, и в разных улусах. В том числе и в арктических улусах у нас активно идет строительство. Ждем вот с нетерпением завершения
значит, объекта школы в селе Чукурдах Алаяховского района. Ждем, значит, с нетерпением также ввода объекта в этом году больничного комплекса в селе Хану. То есть я хочу сказать о том, что в целом география работы службы государственного заказчика, она довольно-таки обширна. Начиная с арктической зоны районов нашей республики, заканчивая Южной Якутией, Западной Якутией, Восточной Якутией. Но вот, Гаврил Юрьевич, вы отметили, что служба госзаказчика строит и социальные объекты, и спортивные объекты, и объекты здравоохранения. Все это проходит в рамках реализации национальных проектов или как-то отдельно? Здесь нет, не совсем так. В целом наша республика, да, правительство республики, глава республики Айсен Сергеевич очень уделяет внимание на развитие разных отраслей. В том числе, значит, и в сфере, значит, как ранее говорил, спорта, культуры, образования. И здесь программы разные. Программы разные. В этой части очень оказывает помощь федеральное правительство. Половина из тех объектов, которые на сегодняшний день строятся, это финансируется за счет федеральных средств. Также часть половины это средства нашей республики. То есть средства государственного бюджета республики. Поэтому, ну, если обозначить какие-либо крупные, да, вот программные мероприятия, это же, конечно, в первую очередь национальные проекты России. Данная программа, данный проект, он ведется в целом по всей стране, и в том числе в нашей республике. При этом, значит, помимо данной программы есть программа комплексного развития сельских территорий. Она тоже, значит, в большей степени финансируется за счет федерального правительства. Кроме этого, есть у нас республиканская своя программа, где, значит, задачи реализовываются за счет средств нашей республики. И их довольно немало. Значит, если на мою память сказать, только в этом году республика выделила на строительство социальных объектов порядка 11 миллиардов рублей. Это довольно существенные деньги. Насколько даже я осведомлен, мало таких регионов в нашей стране, где вот особое внимание строительству социальных объектов уделяется именно вот правительствами, значит, республик, областей, краев и так далее. Мы одни из лидеров. На Дальнем Востоке это точно. Ну да, правительство республики уделяет огромное внимание строительству различных объектов у нас в регионе. Скажите, а вот по объектам образования что планируется построить в этом году? В среднем у нас в год, это еще ранее, когда на период создания учреждения была планка, значит, порядка 10 объектов образования, школы или детсады, ежегодной сдачи. В целом только по нашей программе, да, которая касается службы государственного заказчика, в этом году у нас должно быть сдано порядка 5 школ. Помимо этого, здесь надо понимать то, что я говорю только о нашей работе, но есть и другие программы, которые в целом ведутся, значит, Министерством строительства. Да. Здесь отрабатывает и муниципальное образование, сами в этой части, и порядка вот 10 объектов школ, детсадов в целом в этом году в республике будут сданы. А по объектам здравоохранения какая сейчас обстановка? В целом, ну, здоровье населения – это один из важнейших факторов, да, который влияет на, в целом, наверное, на благосостояние населения. Да. Здесь очень много объектов, вот буквально с прошлого года, они реализуются по всей республике. Вот в этом году только, такого, наверное, никогда не было еще, будут сданы больничные комплексы. Один уже сдан, это больничный комплекс в городе Вилюйске. Это, значит, вот во втором полугодии мы планируем сдать поликлинику в селе Итыккёль Таттинского района. Также во втором полугодии мы сдадим больничный комплекс в селе Чурапча Чурапчинского района. Строится Усмайская больница на сегодняшний день, строится больница в селе Хану. Вот. И в этой части, что бы хотел отметить здесь,
Мы не только еще раз строим, мы проектируем буквально с нуля больничные комплексы, а это в любом случае больничный комплекс медицинского учреждения, оно довольно уникально и сложно в реализации. Да? В части того, что, значит, проектируем, строим само здание, и плюс самое важное, это оснащаем необходимым медицинским оборудованием. Вот эти все мероприятия, они идут, значит, в работе нашего учреждения. Если вот обозначить объект, который в прошлом году сдали, да, тот же наш кардиососудистый диспансер, там, начиная, значит, от свай до дизайн-проекта, оснащения медоборудованием, в этом участвовали мы, служба государственного заказчика, мои коллеги. Значит, новые объекты, они должны отвечать современным требованиям. И те сданные объекты, построенные объекты, они, вот, поверьте, в полной мере отвечают всем современным требованиям. Будь то будет школа, пусть даже это больница будет, значит, пусть это будет дом культуры. Очень сложное современное техническое оборудование. И больницы, да, помимо вот названных больниц в районах, которые в этом году уже начнут прием посетителей, у нас уже заранее ведется, значит, работа еще по 5 больничным комплексам в районах. По ним на сегодняшний день идет, значит, проектные работы ведутся, это довольно тоже сложный процесс. И буквально в этом году сдадим объекты, в следующем году объекты сдадим. И надеюсь, что в наших селах, в наших районах качество здоровья населения, оно существенно повысится. По статистике вот нашего Министерства здравоохранения мы тоже следим, после того, как сдадим объект, следим за тем, насколько повысилось качество, да, вот, населения. При этом по статистике, по кардиоцентру врачи нас обрадовали тем, что после ввода данного объекта, а это прошел год, в прошлом году сдавали, значит, смертность из-за сердечных сосудистых заболеваний по статистике уменьшилась на 10%. Это вот буквально за год работы. Я считаю, ну, это довольно-таки успешный показатель. Только за год, значит, наши врачи, работая на современном оборудовании, достигли таких успехов. И мы стараемся создать условия для врачей наших, для учителей наших, для работников культуры, для наших спортсменов, самые современные условия. Ну что ж, я благодарю вас, Гаврил Юрьевич. 20 лет для государственного казенного учреждения – это не предел. Мы желаем, чтобы оно продолжало свою плодотворную работу далее и радовало многочисленными объектами, которые возводятся по нашей республике. Спасибо. Ну, а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.